үлкенді гаеплерге ярамы, ничего, ченки, то, что на сегодняшний день находятся мечети, в каком положении, это, ну, это позор вообще для Татарстана, для нефтяной республики, это позор. Это стыд и срам. В общем, эти месседерны. В общем, это позор. Это позор нашему вышестоящему руководству, президенту, правительству. Это стыд и срам. При наших природных богатствах, при наших непосредственно возможностях, почему Саратов, российский регион, 250 детей проводит лагерь, один заезд, а мы, извините за выражение, вот бултыхаемся, в собственном соку варимся. Почему там форумы проводят? Почему там идет активность, деятельность? Почему? Потому что есть непосредственно лидеры, есть люди, которые заинтересованы непосредственно в развитии своего народа, своей нации, религии. И они находят, и они требуют, и пользуются всеми возможностями. Поэтому вот это, на это нужно очень серьезное внимание обратить. Хазрат, вот лидер дейдегіз, көптен түгіл общественный палатаға сайлау өтті, выборы на общественный палату, ойме? Анда мүфти де кірген еді. Һәм ул үтә алмады, хәтта ки беренче эшлеккә дә кирә алмады. Ни өчен шундый как бы аппарат бар, аның ярдәмчеләре бар, масс-медиа бар инде. Шундый мощный инструментлар белән дә мөфти абруй. Это была чистая провокация. Для чего? Для того, чтобы подставить муфти и непосредственно его унизить в глазах общественности. Всего-навсего. Угу. Почему? Потому что на самом деле Как бы знать. һәр кешенең үзенә башы бар. У каждого есть своя голова. Ко мне приходят, мне говорят, давай мы тебя депутата сделаем, давай мы тебя там этим лидером там фракции сделаем, давай мы тебя там это. Но ул бит нәрсәгә ул? Это ведь вазафе, алсан, она ведь не, она ведь, и надо его оправдывать, во-первых. Во-вторых, подниматься-то, как говорится, легко, а падать больно. Поэтому, что, вот скажите, что сделали лидеры духовенства, находящиеся в этой общественной палате? Что они сделали для уммы? Перечислите. Кемне хазур утыртабыз. Вот если вот открытую пойдем это вот говорить, да? Кто вот если на сегодняшний день, какая есть альтернатива Камилю Хазрату Семигуллину? Если мы взяли курс непосредственно по образованию, если мы взяли курс по социальной работе, ну, кишлер, килдилер, утырдылар, ишлилер, аларга Аллах Таала рахмат әйтергә кирәк. Их наоборот, их только надо непосредственно стимулировать, их только надо аларга килергә кирәк, әйтергә кирәк. Шлай, былай эшләгез, корректировать надо, помогать надо. Муфти такой, муфти сякой. Ну это, ну каждый это может. Критика, она... А попробуй вот решить те или иные вопросы. На самом деле, они же остаются. Они остаются. Ну, пропиарились, ну, покричали, ну, это, заявили о себе. Ну, там, заработали очки какие-то там, да, защитили, там, диссертацию защитили, да. Ну, а что, толк, что дальше? Где эти люди? Почему они сейчас вот не ходят? Почему они не решают эти вопросы, не пидолят эти вопросы? Почему круглые столы не организовывают? Критика, вот это негатив, он только на руку врагам. Нам нужно созидать, нам нужно прорабатывать, нам нужно действовать. Вот что нам нужно. Вот на сегодняшний день. Татарларның хазар ин яхшы вакыты. Золотой век сейчас у татар. Все возможности даны для того, чтобы работать. Валлахи билляхи таллахи. Вот клянусь Аллахом говорю. Вот я лично пришел в духовное управление, учебный отдел, сказал, я хочу проводить лагерь
помогите. Все дали. Программу дали, объяснили, сам непосредственно начальник отдела учебного. Айдар. Bütün su yardım ettiler. Buluşarlar. Проблемалар yok. Проблемалар yok. Если ты грамотно работаешь, если ты правильно работаешь, имам Акзам Абу Ханифа мазхаб буйынча, біздің традиция буйынча, никаких проблем нет. Никаких проблем нет. Проблемы возникают у тех, кто непосредственно что-то делают, подмен веществ делают. То есть пытаются завуалироваться, пытаются там что-то свое пропихивать, проталкивать. Конечно, у таких возникают проблемы.